Министр внутренних дел Вальтер Будба вручил подарки победителям конкурса сочинений на тему «Мы против наркотиков» и конкурса рисунков «Нет наркотикам». Соревнования проходили среди учащихся средних школ Гулрыбского и Галского районов, городов Очимчира и Ткварчал. Конкурсы организованы в целях формирования правовых знаний и культурных ценностей у школьников, направленных на негативное отношение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, профилактику употребления алкоголя и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде. Наркоманов в нашей стране, к сожалению, не становится из года в год меньше. Число их не растет. И они вовлекают в свою среду очень много молодых людей. Каждый наркоман старается, он же исчерпывает возможности финансовые своих родственников, и тогда они начинают выбирать из числа студентов, из числа учащихся школ, молодых людей, у которых состоятельные родители. Цель только одна – использовать деньги его родителей для приобретения наркотиков и употреблять их совместно. Вот единственная цель, которую они преследуют при вовлечении туда молодежи. В Министерство внутренних дел Абхазии было представлено 50 сочинений различного жанра – сочинения, рассуждения, очерки, рассказы, эссе. Это размышления девочек и мальчиков по этой очень важной проблеме. Наркотики – одна из важнейших проблем не только всего общества, но в большей степени подростковой и молодежной среды, подчеркнул в беседе со школьниками министр Вальтер Будба. Я хотел бы, чтобы вы это все понимали. Психология наркомана, она пагубна. Я вам больше скажу, что есть святые матери, что ничего, правильно? Они даже своих родителей не видят. Они преследуют только одно – это получить удовольствие от употребления наркотиков. Но это не удовольствие, это болезнь, он без этого жить не может. И он становится намного ограниченнее. Мы хотим среди вас приобрести друзей, которые так же, как и мы, смотрят на эту проблему. Так же, как и мы, которые вместе с нами будут стараться как можно больше, но в вашем случае это не допустить вовлечения ваших товарищей, одноклассников в эту среду. А мы, в свою очередь, будем помогать, чтобы те, кто вовлекают, быстрее садились в тюрьму. На награждении присутствовало все руководство Министерства внутренних дел. Правоохранители подчеркнули важность участия молодых людей в данном конкурсе, отметив, что гражданская позиция человека формируется уже со школьной скамьи. Спасибо. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо вам, спасибо, что моя работа была оценена на столь высоком уровне. Наркомания действительно является одной из важнейших проблем 21 века, общества 21 века. И, как говорил мой сын Кули, наркотики подводят нас к вратам рая и закрывают их перед нами навеки. Спасибо. Молодец. Первое место на эссе присуждено Баграту Какубава Садченко, второе – Закану Закарая, третье место по итогам конкурса отдали Георгий Заракуа. В конкурсе «Мы против наркотиков» в номинации «Рисунки», проводимом в рамках профилактической работы по борьбе с наркоманией, алкоголизмом и табакокурением, были отмечены грамотами Инна Кутеля, Патимат Абдурашидова, Русудан Мархулия. Всем школьникам также раздали памятные подарки от постоянного партнера МВД мобильного оператора Абхазии «Амобайл». После торжественной части мероприятия учащихся знакомили с историей органов внутренних дел Абхазии, заслугами и достижениями руководства и сотрудников ведомства, героических подвигах милиционеров, погибших при исполнении служебных обязанностей и во время Отечественной войны народа Абхазии, а также основными направлениями деятельности милиции и показали реальную работу некоторых очень важных подразделений. Помощник министра внутренних дел Батал Агрба провел школьников в основной информационный узел МВД, дежурную часть. В центральной дежурной части производится мониторинг всего ведомства и режимных объектов, удаленный просмотр камер видеонаблюдения общественных мест, а также транспортных потоков и всех постов ДПС госавтоинспекции. Борисовское ущелье, вот здесь. Вот здесь у нас Очимчирский район отражает, это город Сухум. Тут еще много у нас есть камер. Вот 02, когда звоните, вот попадаете вот этим товарищам.
эти товарищи имеют оперативную группу, которая в сутки заступает порядка 5-7 человек с разных служб. И также у нас есть специальная связь, это рация. Кто-то хочет попробовать, мы вам дадим возможность. Кто самый смелый? Сюда в дежурную часть поступает информация о всех происшествиях в республике. Формируются оперативные сообщения, регулируется работа патрульных экипажей, которые круглосуточно следят за порядком в городах и районах Абхазии. Барс, доложи, пожалуйста, где экипаж. Ну, командный голос должен быть. Барс, доложи, пожалуйста, где экипаж. Все, держи. Вот эту кнопку нажимаешь и говоришь. Барс, доложи, пожалуйста, где экипажи. После знакомства с работой дежурной части учащиеся посетили экспертно-криминалитический центр Министерства внутренних дел. Ребятам сотрудники экспертно-криминалитического центра МВД рассказали о специфике баллистических экспертиз. Это водный пулеуловитель называется. Он предназначен для отстрела огнестрельного оружия с целью получения образцов для сравнительного исследования. Это длинноствольное оружие, именно АК-74. Вот сюда, здесь кевлар, специальное волокно находится. В него мы отстреливаем пулю от длинноствольного. То есть... Эта нитка способна остановить пулю. Она такая прочная. Называется кевлар. Такая вот. Ее используют на бронежилете. Также ребятам продемонстрировали спецсредства защиты и основные принципы их состава и комплектации. После демонстрации работы комплекса для отстрела нарезного огнестрельного оружия школьники осмотрели экспериментальный материал и ознакомились с процедурой электронного ввода данных в унифицированную пулегильзотеку, принципом сканирования и анализа. Юношам особо интересна была коллекция боеприпасов, собранная в результате практической работы криминалистов. Специалисты КЦ продемонстрировали основные виды патрона, а также взрывные устройства и их комплектующие, обратив особое внимание на технику безопасности обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами. Значит, идем дальше, да? Химик-эксперт криминалитического центра МВД продемонстрировала базовые методики химических экспертиз, определяющих наличие определенных веществ в исследуемом биоматериале, в частности запрещенных наркотических средств и психотропных веществ, а также рассказала школьникам о специфике работы современного электронного оборудования и компьютерной обработки результатов проводимых экспертиз. Сотрудники милиции хорошо выполняют свои служебные обязанности, но умеют не только задерживать преступников и наводить правопорядок. Залог хорошей физической подготовки и здоровья – это спорт. Спортивные достижения сборных команд ведомства и сотрудников милиции представлены на почетной стене в фойе Центрального аппарата МВД. Взаимодействие с подрастающим поколением – добрая традиция в Министерстве внутренних дел. И подобные мероприятия будут проводиться на постоянной основе.